первую очередь я хотел поблагодарить вас за приглашение, и чтобы мы могли обсудить наши узбекско-кыргызские двухсторонние отношения. Да? И давайте мы в первую очередь скажем вообще в целом, какие у нас отношения. На сегодняшний день динамика узбекско-кыргызских отношений находится очень на высоком уровне. И в этом заслуга в первую очередь наших президентов. Их политическая воля позволила решить многие вопросы, которые были заморожены. Да, и они были решены. И это и вопросы границы, и вопросы водообеспечения, другие вопросы, которые отражались на жизни населения. И сегодня все эти вопросы решены. И я бы хотел особо отметить прошедший 2023-2024 год, когда состоялись государственные визиты президентов наших стран в Узбекистан, Кыргызскую республику, и где был подписан солидный пакет документов, который укрепил фундамент законодательной базы наших двухсторонних отношений. И сегодня наши двухсторонние отношения, они характеризуются как всеобъемлющего стратегического партнерства. Да? И создано много очень таких инструментов, по которым решаются многие вопросы. А что касается торгово-экономического вопроса, там тоже есть определенные сдвиги. Если посмотреть по статистике Национального бюро статистики Кыргызской республики, Узбекистан входит в четверку торговых партнеров Кыргызстана. По нашим данным, за январь-ноябрь 2024 года взаимный товарооборот он превысил более 800 миллионов долларов, но на сегодняшний день главами наших государств поставлена задача довести этот товарооборот до 2 миллиардов долларов. Да, эта цифра, да, можно сказать, она обоснованная, потому что мы провели анализ нашей соответствующей структуры. Узбекистана и Кыргызской республики провели соответствующий анализ экспорта и импорта наших стран, и они подкреплены конкретными цифрами, конкретными товарными позициями, по которым мы можем работать. Да, и сегодня на уровне заместителей премьер-министров созданы рабочие группы, которые занимаются решением тех вопросов, которые направлены на увеличение взаимного товарооборота. На сегодняшний день таких препятствий нету. Есть технические вопросы, которые мы должны решать. Это сертификация продукции, это прохождение таможенных процедур, по которым мы работаем. И сейчас должны определиться конкретно, по каким еще направлениям мы должны работать. Если я скажу, что нет никаких вопросов, это будет неправильно. Вопросы когда нету? Когда нету двухсторонних отношений. А технические вопросы, они всегда есть и будут, тем более оно укрепляется, развивается, и, естественно, выходят те или иные вопросы уже из практики, из практической реализации, которые необходимо решать на уровне подведомственных организаций, которые отвечают за это. Да? Это то ли будут это автомобильные перевозки, то ли это будут железнодорожные перевозки, да? Качество продукции. Естественно, мы в то же время же исходим из насыщения рынка, покупательской способности. Да, мы можем сказать, а вот упал товарооборот, да, вот эта продукция, допустим, меньше продалось, экспортировалась в Узбекистан или импортировалась в Узбекистан. Там есть определенные моменты, именно которые уже бизнес сам на своем уровне решает эти вопросы. Если брать структуру товаров, допустим, да, мы из Кыргызстана, Узбекистана импортирует там несколько позиций, таких основных позиций, которые Кыргызстан является экспортером. Это там и уголь, это и часть сельхозпродукции, это и молочная продукция, да. Есть другие товары народного потребления, которые бизнесмены из
Кыргызстана поставляет на рынок Узбекистана. Точно так же есть поставка продукции, но с Узбекистана это идет трикотаж, текстильная продукция. Если номенклатуру посмотреть, то есть они схожие товары, но по 12-значным кодам ТНВ они различаются. Допустим, тот же цемент взять, да, у него есть несколько таких наименований, начиная Portland цемент там, или цемент, который используется при бурении скважин, это заделывается при строительстве объектов, крупных объектов, категорийных объектов, там используется специальный цемент, да, допустим. Он имеет свой штрих-код, 12-значный цифру, и в целом вот так посмотришь, скажешь, да, вот это цемент, мы же производим цемент, да, зачем нам закупать со стороны, да? Но, а когда уже глубже смотришь, где этот цемент применяется, или же тот или иной строительный материал, тогда уже понимаешь, что это да. А в таком объеме у себя производить бизнес-то он умеет считать деньги. Он бизнесмен, он всегда, когда вкладывает в тот или иной проект свои деньги, он думает об окупаемости своего проекта и, естественно, в первую очередь, как он это будет окупать, да? На какие рынки будет поставлять. Рынок, внутренний рынок, внешний рынок. Исходя из этого, они и реализуют свою продукцию. Вы знаете, реализация этого проекта, оно длилось более 20 лет, я даже могу конкретно цифру назвать, более 30 лет. И вот именно политическая воля глав государств, 3 государств, да, оно позволило уже начать реализацию этого проекта. В прошлом году было подписано совместное соглашение о создании трехстороннего совместного предприятия по строительству этой железной дороги. Было подписано в прошлом году инвестиционное соглашение по реализации проекта. И отрадно то, что сам глава государства Кыргызской республики, уважаемый президент, его превосходительство Садыр Нургажевич Джапаров, он принимал участие в открытии, начала старта реализации этого проекта. Были приветственные послания зачитаны президента Республики Узбекистан, его превосходительство, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзияева, участникам этого мероприятия. Также было зачитано поздравительное послание председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина. То есть проект уже начался, и первый этап мы уже начали. То есть это подготовка документов, которые являются основанием для начала реализации проекта. То есть фактически, юридически эти все документы оформлены. Мы в ближайшее время сейчас уже с погодными условиями, да, когда уже вот в апреле месяце мы уже, наши строители, наши специалисты, я когда говорю наши, это не только узбекские, я имею в виду в целом всех, кто задействован в этом проекте, они уже будут начинать строительные работы. А сейчас идет подготовка технической документации, потому что строительство того или иного объекта, даже простого объекта, если взять, там готовятся архитектурно-планировочные задания, рабочие чертежи готовятся, идет согласование этого всего. Вот сейчас идет вот этот процесс. Это я говорю про простую школу, допустим, простой объект, социальный объект. А это уникальный проект, это на самом деле стройка века, можно ее назвать. Реализация этого проекта, оно даст мультипликативный эффект развитию других отраслей экономики. Да, и там и инфраструктура будет развиваться, и жилье будет, и социальный объект, оно за собой тянет другие отрасли экономики, включая социальную сферу и сферу услуг. Оно такой даст очень такой хороший, мощный эффект развитию экономики не только Кыргызстана, есть развитие экономики и Узбекистана, и тех государств, откуда будет проходить эта железная дорога, потому что именно этот участок, мы вот все говорят, железная дорога, да, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, но многие не знают, что оно является участком
большого транспортного коридора север-юг, который начинается в Китае и завершается в Европе. Оно является ее частью, это такой участок, который обеспечивает доставку грузов, да, по времени удобно, и по тарифам оно тоже удобное, то есть оно сокращает доставку грузов. Тем более первый такой уже, если взять мультимодальные перевозки по этому коридору, да, они показали свою эффективность. Как в поставке продукции через этот коридор из Китая в Европу даже, или посмотреть в страны залива, там очень короткий срок, там на 2 недели сокращается. Можете представить? И какой экономический эффект? Всегда отправители грузов, они всегда хотят, чтобы их товар был доставлен вовремя, в сроки, в неиспорченном виде, и, естественно, чтобы, когда в себестоимости продукции и доставки смотрятся, естественно, транспортные расходы занимали самые наименьшие проценты уже в конечном пункте. Можете представить, если продукция стоит 50 сомов, да, а до конечного пункта он доходит до 100 сомов, а внутренняя там цена, допустим, в третьей стране 95 сомов, естественно, оно будет уже по цене неконкурентоспособно. А строительство этой железной дороги, да, использование этого мультимодального коридора, даже железнодорожного коридора, транспортного коридора, оно позволяет за счет транспортных расходов снизить цену конечной продукции уже у потребителя. То есть, ну, если на сегодняшний день, я чисто так, как пример приведу, да, вот назвал 95 сомов, да, в третьей стране эта продукция стоит, да, а она уже туда, если будет доставляться, и ее конечная стоимость будет стоить 80 сомов, естественно, и потребитель выигрывает, плюс производитель этой продукции, он уже знает то, что транспортные расходы не такие уж высокие и позволяет ему уже свободно выходить на третьи рынки и реализовывать свою продукцию, осваивать новые рынки. А это для бизнеса очень такая сильная поддержка считается. И в то же время само строительство этой железной дороги позволит развить строительную отрасль Кыргызской республики. То есть в строительстве будут применяться те или иные строительные материалы, которые необходимы для строительства железной дороги и привлечения рабочей силы. То есть тут очень много таких дополнительных экономических эффектов, которые позволят развивать экономику страны. Между странами транспортные коридоры, если вот так взять, вот до этого я сказал, мы используем на сегодняшний день мультимодальный транспортный коридор. Этот же коридор там идет, мы занимаемся автомобильными перевозками. Да, есть определенные вопросы, которые требуют решения, да, и прохождения таможенной границы, да, которые очень много вопросов возникает у перевозчиков, автоперевозчиков. Но эти вопросы, они все решаемы. Эти вопросы не просто так возникают. Да, это не желание, да, это нельзя сказать, что это вот таможенники специально держат товар или еще что-то, да, но это, во-первых, надо более так широко использовать программу цифровизации, чтобы уже накладные, все товары транспортные накладные уже автоматом оцифровывались и уже могли приниматься, да, и что позволит уже переходить. Но в данном случае, вот если мы в ближайшем будущем будет построена железная дорога, оно еще больше укрепит нашу транспортную взаимосвязанность. Надо понимать то, что раньше, когда мы говорим «Великий шелковый путь», естественно, он именно проходил, один из участков именно проходил именно по этому коридору, именно по этому маршруту. До этого, да, это возрождение Великого шелкового пути. Оно позволит создать такую плотную транспортную сеть между нашими странами.
и его более эффективно использовать. По образованию это тоже один из направлений культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами. Естественно, у нас учатся студенты из Узбекистана, учатся в Кыргызстане, в Узбекистане учатся студенты. На сегодняшний день прорабатывается дорожная карта. Мы работаем, наше Министерство по высшему образованию, у них есть контакты, и сейчас мы работаем. И одним из таких вопросов, которые, мы думаем, позволят увеличить динамику этих контактов, да, это признание дипломов двух стран, вузов двух стран, и Узбекистана, и Кыргызстана. То есть признание дипломов те, которые учатся. На сегодняшний день, допустим, наши граждане, молодежь, я могу назвать вузы, где они учатся, они в городе Ош учатся, да, допустим, в Бишкеке они тоже учатся, вот в авиационном институте учатся, в медицинских вузах учатся в Кыргызской республике. Точно так же студенты из Кыргызстана обучаются в вузах Узбекистана. То есть эта работа идет. Но есть еще очень много тем, направлений именно по науке, по образованию, по которым мы бы могли бы расширить наше двухстороннее сотрудничество. По нашим предварительным данным, сейчас их порядка 4000 студентов. Это в целом по Кыргызстану, если взять, это по дневной форме обучения. Ну, там есть, конечно, и заочная форма обучения, но вот по нашим предварительным расчетам, это в прошлом учебном году было порядка 4000 студентов. Но мы постоянно их обновляем, потому что эта цифра не стоит на месте, она постоянно меняется. Завершается учебный год. Вот в этом учебном году, 23-24 учебный год, там на сегодняшний день порядка 4000 студентов они обучаются. Но, конечно, мы ведем активную работу, да, с нашими гражданами, которые находятся в Кыргызской республике, начиная, включая молодежь, которая обучается, да, а также есть наши граждане, которые получили ПМЖ, да, прописку, да, они тут работают, учатся. Их цифра 530 человек на сегодняшний. Они, да, если вот вы можете мне задать вопрос, да, кто они, да, вот по структуре, если посмотреть, да, вы понимаете, там есть и пенсионеры, там есть и молодежь, а там есть и люди среднего возраста. У каждого свои вопросы сюда. Не надо забывать то, что наши страны исторически, да, вот, имеют исторические корни, и на территориях наших стран проживают, допустим, в Кыргызстане проживают представители узбекской национальности. Кроме того, в Узбекистане проживают представители кыргызской национальности. Да. Есть семьи, да, у кого родственники в Узбекистане, у кого родственники в Узбекистане. Да, и, допустим, молодежь, да, они говорят, вот у меня дедушка с бабушкой, да, они живут в Кыргызстане, я поеду туда к ним. И они вот работают. Приезжают сюда, вместе с ними живут, ну, продолжают вот эти тесные связи. Кроме этого, не надо забывать то, что есть и другая линия родственных связей, это кудачелик-дед, да, сваты, да, там много же, и семьи есть, и вот они переезжают, допустим, если девушка вышла замуж, да, за гражданина Кыргызстана, она, естественно, по нашим обычаям, невеста живет в доме у жениха. Правильно? И вот они там живут. Кроме того, есть семьи, да, молодежь, да, которая училась за границей. Сейчас у нас молодежь очень мобильная, они учатся в зарубежных странах, и, естественно, там создаются семьи, и они вот по своему желанию выбирают, где жить. Ну, естественно, кто приезжает в Кыргызстан, они
тут уже надо получить разрешение на постоянное жительство, да, вот получает ПМЖ и дальше живут, тут никаких вопросов нету, там оно, учитывая, да, наши древние вот исторические связи, родственные, да, связи, тут это нормальная цифра. Но эта цифра, она постоянно варьируется, потому что многие, которые приезжают сюда, это они на сезонные работы. Кто на сельхозработу приезжает, кто работает в сфере строительства, да, а кто-то работает в пекарнях, в сфере услуг, да, и они вот меняются постоянно, и мы не можем конкретно назвать. Вот, допустим, если я сейчас назову одну цифру, да, но оно может постоянно меняться, потому что в зависимости от периода года и все. Вот смотрите, если вот так скажете, вот сколько граждан Узбекистана, да, посетило Кыргызстан, я могу сказать, что больше 2 миллионов. Это 24-й год, которые приехали сюда, которые были в качестве туристов, посетили, были в Бишкеке, Караколе. Да, кто-то любит горный туризм, кто-то по работе приезжает. У нас очень много совместных предприятий. Да? Если вот так посмотреть, на сегодняшний день в Кыргызстане порядка 88 предприятий с участием узбекского капитала. Это очень солидная цифра, потому что там есть крупные совместные проекты, которые мы реализуем, да, и, естественно, люди приезжают, те же специалисты, которые участвуют в строительстве железной дороги, есть тоже, они тоже должны постоять, получить разрешение на постоянное место жительства на год, на два, да, это идет. Кроме того, совместные проекты по выпуску автомобилей у нас есть, да, сейчас строится завод по выпуску электробытовой техники, такие крупные проекты, которые я могу назвать, да, они, естественно, приезжают, работают, но у них идет как бы, сказать вахтовым он будет немного некорректным, но они приезжают, отрабатывают свой участок, выполняют свою работу, да, допустим, инженера приезжают, смотрят, работают, да, и дальше обратно возвращается. Точно так же вот идет. Это все зависит от того, по каким направлениям нужны специалисты. У нас очень много предприятий. Да? Наши организации, которые за это отвечают, очень тесно работают в этом вопросе. Вы, наверное, в периодике видите и по линии Министерства внутренних дел, да, и по линии Службы государственной безопасности, по линии прокуратуры очень тесная связь. И вы это во время этих информации их пресс-служб видите, да, о том, что вот проведено такое-то мероприятие совместно с коллегами, с партнерами, да, говорится, и есть определенные результаты по всем направлениям. Это идет очень такая совместная работа. Но по военно-техническому сотрудничеству тоже очень хорошие связи, проводятся совместные учения. Да, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, то есть представители вооруженных сил центральноазиатских стран, мы также по линии ОТГ совместно работаем, по контртеррористической линии в рамках ШОС работаем. Эти связи, они очень так плотные идут, очень на хорошем уровне по динамике. И, естественно, мы очень большое внимание, вообще главы государств Центральной Азии, если в целом взять, очень большое внимание уделяют вопросам безопасности. Почему? Инвестор, он приходит в спокойную страну, да? Когда они знают, что там безопасно. Естественно, мы заинтересованы, чтобы в наших странах было безопасно, чтобы любой гражданин чувствовал себя комфортно, не боялся, что где-то что-то поменяется, да, что-то какие-то чрезвычайные ситуации произойдут. Ну, тут по техногенной части, да, мы это не можем как бы точно сказать, что вот
такого-то числа будет землетрясение, да, или же скот лавин, но при этом даже наше Министерство по чрезвычайным ситуациям, они в контакте и постоянно оказывают друг другу помощь, техническую помощь, консультируются, проводят тоже по их линии, тоже отдельно проходят это совместные мероприятия, учения, где делятся опытом по оказанию той или иной помощи, как решать те или иные последствия тех или иных техногенных явлений. Ну, по нему наши уже работают. Самое основное, договоры подписаны. То есть по вопросам границ у нас на сегодняшний день нет нерешенных вопросов. Все вопросы решены. Идет, а сама демаркация границы, делимитар демаркации, оно занимает очень такой большой временной лаг, который там надо идти, описывать вот это все часть, а это межгосграниц, там уже общие есть понимание, это все, а там уже начинают специалисты, они начинают от точки А, и вот они идут, говорят, ну, я не буду описывать это все, потому что там есть своя специфика, и которая занимает очень большой временной лаг и требует определенного времени. Но вы знаете, культурно-гуманитарные, культурные, да, вот если взять Дни культуры проводились и в Узбекистане, и в Кыргызстане проводились культурные мероприятия, показывали мы нашу культуру зрителям из Кыргызстана, мы показываем нашу культуру, наши традиции, точно такие же мероприятия, они проходят зеркально. Да? И вы знаете, наш министр культуры, да, Азатбек Назарбеков, был удостоен ордена, был награжден, и также он дал такой большой концерт узбекско-кыргызской дружбы в Бишкеке это было. Очень много людей пришло, и это показывает интерес, да, кыргызских зрителей к узбекской культуре, к узбекским исполнителям. Очень много мероприятий мы проводим в долине, в Ферганской долине, если вообще взять так, мы назовем ее, и в Ош, и в Джалалабаде, в Узбекистане точно так же проводятся большие мероприятия. Культурные, в прошлом году в Узбекистане прошли Дни культуры Кыргызской республики, да, тоже очень. Сейчас мы прорабатываем вопрос гастролей наших представителей, деятелей культуры, да, артистов, кинематографов. Да, спектакли будем ставить совместные. Мы, наше министерство, оно очень активно работает. Да, между нашими министрами очень тесные контакты. И мы над этим работаем, чтобы еще больше было таких мероприятий познавательных. Потому что тот или иной спектакль, который ставится на сцене, оно актуально на сегодняшний день как и кыргызскому зрителю, так, точно так же и узбекскому зрителю. И кроме того, если посмотреть гастроли тех или иных, да, исполнителей или театральной труппы, оно позволяет обмениваться опытом, да, между деятелями культуры. Оно позволяет, потому что у каждого театра, у каждого исполнителя есть своя фишка. И он обменивается, говорит, да, слушай, вот тут-то надо было нам, оказывается, вот так-то сделать, да, или, допустим, вот эту декорацию нам надо было, да, это хорошая декорация, актуальна, да, а если бы мы подали бы тут, допустим, вот такой цвет, да, или там что-то, дополнительную фигуру, оно бы выглядело бы еще лучше, да, и, естественно, это идет обмен. И при постановках тоже очень много вопросов есть, да, по которым можно обменяться мнениями, опытом, и мы всегда рады. По гуманитарной сфере тоже идет, работа идет.
Мы оказываем друг другу гуманитарную помощь, да, если взять период ковида, если посмотрите, наши страны друг другу оказали большую гуманитарную помощь. В медикаментах, в других средствах, медицинском оборудовании, которые поставляли друг другу. В этом у нас нет никаких таких вопросов. И мы сразу, я хочу отметить, то, что главы наших государств, они очень так к этому очень пристально смотрят, если где-то что-то произошло, ну, техногенные явления, да, или еще что-то, непредвиденные вещи, стараются оказать ту или иную гуманитарную помощь. Да, вот. Знаем то, что у всех все достаточно, да, может это госрезервы они могут оказать, хватает это все, но все равно гуманитарная помощь оказывается, это говорит о доверии, это об уровне наших двухсторонних отношений. Да, мы делаем совместные проекты. Нам очень интересен опыт Кыргызстана по выращиванию картофеля. Да, есть представители кыргызского бизнеса, которые реализуют сейчас у нас несколько проектов в Узбекистане по выращиванию картофеля, других корневых плодов, да, в сельском хозяйстве. Кроме того, мы сейчас рассматриваем несколько проектов в сфере сельского хозяйства, если точнее сказать, это агропромышленного комплекса, потому что сельское хозяйство, выращивание одной культуры – это один вопрос, да? А его дальнейшая переработка, создание новых продуктов питания, да, с более высокой добавленной стоимостью, которые уже более с глубокой переработкой, которые имеет вторую, третью, четвертый передел, это уже совсем другое. И по нему мы работаем. Допустим, сейчас мы рассматриваем вопрос по реализации проекта по переработке шерсти в Кыргызской республике, создание проектов по выращиванию сельхозкультур, тоже это идет. И вообще в целом в этом, и плюс еще агронаука, она тоже имеет большие перспективы с учетом необходимости обеспечения продовольственной безопасности населения. Когда мы говорим сельское хозяйство, мы должны понимать, что это касается вопросов и продовольственной безопасности наших стран. И совместно проекты мы ведем по данному направлению. Но, естественно, когда мы реализуем тот или иной проект, да, естественно, специалисты, они показывают это все. Это не просто так. Взял, построил завод, да, по переработке сельхозпродукции, и все. И говорит, вот я тебе завод под ключ построил, да, что хочешь, что и делал. Нет. То есть тут принцип такой, то, что мы, когда реализуем проект, мы исходим из того, что, допустим, если производство, это мы исходим из того, что не под ключ, а под выпуск уже выход на производственные мощности. Это совсем разные вещи, потому что там уже идет и подготовка кадров, и доведение продукции до тех стандартов, которые отвечают всем международным требованиям. Там это не только внутренние. Если мы говорим про продовольствие, это мы должны соответствовать, та продукция, она должна соответствовать санитарным нормам безопасности. И вот поэтому мы тоже работаем. У нас очень хорошие проекты сейчас рассматриваются, которые будут финансироваться через Узбекско-Кыргызский фонд развития. На сегодняшний день уже были поданы заявки по 20 проектам. 2 проекта мы уже реализовали, сейчас идут новые проекты. И мы смотрим вопрос о том, что в зависимости от поданных заявок и реализации этих проектов на территории Кыргызской республики, да, мы будем дальше рассматривать вопрос увеличения, доведения уставного фонда до $200 миллионов. Ну, а может быть, эта цифра небольшая, но за счет револьверного кредитования мы можем еще больше реализовать проекты, именно те проекты, которые являются окупаемыми, которые приносят
положительный эффект. Понимаете, цифры можно любые назвать, но конечный результат, он должен быть рассчитан на то, чтобы население это оценило, население на себе оно это почувствовало. Когда мы говорим, создано, да, допустим, 100 рабочих мест, ну, да, 100 человек получают зарплату, но не надо забывать, что за этими 100 человек есть семья. Если семья там из 3 человек, да, можете представить, это 300 человек, обеспеченные гарантированными доходами. То есть 300 айлада қарауайды қазаны қайнайды. Ауқаты болады, да? Вот в этой семье, да, это 100 семей, 100 семей. Значит, в семье, если даже возьмем по минимуму, да, 3 человека, молодую семью взять, да, и 1 ребенок, да, значит, у них дома будет что поесть. Он может что-то создать еще, ну, он дальше может уже увеличить количество детей, да, рождаемость будет. Естественно, там есть много вопросов, которые и мы должны смотреть, что это 100 рабочих мест, это дополнительный доход 100 семьям, где проживает, ну, минимум 300 человек. Это очень, там надо, не надо сухо такие, да, вот, ну, 100 человек работу получил и все. Нет, мы должны смотреть, что 100 человек, это 100 семей получили дополнительный заработок, гарантированный дополнительный заработок. Они получают, да, определенную пользу, они получают определенную, это, в этом большая заслуга государства, это правительство, да? Потому что они создают условия для развития малого и среднего бизнеса, да, и крупные предприятия, это да, там это большие работы, но на сегодняшний день малый и средний бизнес, оно тоже является локомотивом производства, да, локомотивом роста экономики. Почему? Когда бывают разные такие моменты, надо принимать решения, да, можете представить, большая компания, где там надо собирать совет директоров, учредителей, чтобы там проголосовали, а надо принимать решения, да, и надо вот сегодня принимать, в течение часа или 2 часов, да, надо принимать решения. А представитель малого бизнеса, он хозяин, это его бизнес, он сам принимает решения. А в крупных компаниях, вот, там, естественно, пока есть вот этот золотой час, золотое время, оно проходит, и, естественно, у них, они немного им сложнее маневрировать вот, в сегодняшней такой волатильности экономической ситуации вообще в целом. Мы не должны забывать то, что наши страны, да, может быть, у нас ВВП маленькое по сравнению с другими странами, да, крупными державами, но мы тоже являемся одной из цепочек вот этой всемирной экономики, да, большой экономического поля, потому что те или иные компоненты тоже у нас производятся. Посмотрите просто, если структура, даже когда мы говорим экспорт-импорт, да, надо понимать то, что вот та продукция, которую мы экспортируем в третьи страны, да, часть из них, они используются на переработку, на выпуск уже дальнейшей другой продукции, уже более высокого передела. Да. Если мы эту продукцию своевременно не получится довести до покупателя, да, он не сможет произвести эту продукцию. Теперь, а если это большая компания, да, которая имеет наблюдательный совет, и пока они будут думать, да, у кого купить, или где его купить, или что это сделать, оно проходит время, они теряют рынок. А малый бизнес, он принимает, быстро же, оперативно принимает решение, он говорит, да, тут не получилось, он созванивается, говорит, что у тебя случилось, то-то, тот. Говорит, что ты посоветуешь, у кого я могу это сделать? Он сказал, вот у меня есть тоже мой знакомый, да, партнер по бизнесу, вот обратись к нему, я сейчас ему позвоню, и вот так это быстро, малый и средний бизнес, они более оперативно реагируют на те или иные изменения, которые происходят в экономике, которые происходят в промышленности и в других направлениях.
включая даже санкционные режимы. То, что вообще в прошлом году, в 2024 году, вы назвали только один большой бизнес-форум, который был проведен в рамках государственного визита президента Кыргызской республики в Узбекистан. А кроме этого еще были другие мероприятия. Наши регионы выезжают, заключают те или иные контракты, договора, уже твердые договора. Но если касаясь этого мероприятия, которое, это был большой на самом деле, и там, если структуру посмотреть, там было 2 договора, это по реализации инвестиционных проектов. Да, остальные это чисто торговые контракты, это экспортные и импортные контракты. То есть это наши производители наших продукций, они нашли своих партнеров, да, которым начали поставлять, будут поставлять в соответствии с этими договорами продукцию. И надо отдать должное то, что каждый контракт, да, прописано, сколько будет поставляться, в каком количестве и по графику. Это не просто тогда, вот, допустим, вы назвали цифру 200 миллионов, да, это не сразу это будет. Там есть график поставки, в соответствии с которым осуществляется оплата и поставляется продукция. Они там вот 24-25 год уже там часть. Было 2 проекта, инвестиционных проектов, которые они реализуются. Это логистический центр по углю, это стоимость больше $100 миллионов, и другой проект это по производству стекла, оно стоит 5 миллионов, по нему работы ведутся. Естественно, когда мы реализуем тот проект, один из проектов, там есть вопросы выделения земель, согласования документов, согласования прохождения экспертизы, если это строительство, и там надо строить новое, да, там обязательно оно должно пройти экспертизу госстроя или комитета строительства, то есть тех органов, которые занимаются экспертизой. И он уже поэтапно это все реализуется. Все эти проекты реализуются по графику, в соответствии с графиком. Но в 2024 году из Кыргызстана в Узбекистан посетило более 2,1 миллиона населения, то есть туристов. То есть если вот так посмотреть, да, это о чем говорит? Вот цифра, она одинаковая, то есть она сопоставима. Сколько граждан Узбекистана посетило Кыргызстан, да, Кыргызскую республику, а сколько граждан Кыргызской республики посетило Республику Узбекистан. Оно почти что одинаковое. Почему? Это снова корни наших родственных отношений. Они едут друг к другу, знакомые есть, родственники есть, да, партнеры по бизнесу есть, которые приезжают, отдыхают, говорят, давай приезжай нам летом в Иссык-Куль, у нас тут красиво все, да, приезжают, с учетом того, что в Ташкенте жарко, слишком на юге, а в Иссык-Куле там комфортная погода, и, естественно, люди приезжают в Иссык-Куль. На праздники, допустим, приезжают в Узбекистан, да, тоже очень много. Хотят исторические памятники посмотреть, да, Самарканд хотят посмотреть, Бухару или Ургенч, Хиву или Ферганскую долину, да, вообще Ферганская долина, она является жемчужиной Востока в целом. В целом, если взять Ферганскую, там очень много тех объектов, которые вызывают интерес не только у нашего, да, населения, да, Центральной Азии, но и вообще и представители Европейского Союза и других стран, да, Юго-Восточной Азии, они все хотят посетить, посмотреть, говорить, что же это такое. Да? И мы прорабатываем, сейчас даже проработали, проект такой идет, согласование, чтобы для туристов сделать один тур, 2 страны. То есть он приезжает, допустим, Кыргызстан, мы Иссык-Куль, Ровоткель, да, допустим, Ош, да, или Джалалабад, а дальше переезжает в Узбекистан. Там дальше это идет. Допустим, в Узбекистан приехали, они посмотрели
да, ознакомились с архитектурой, с историей, да, говорит, и дальше едут уже в Кыргызскую республику, в горы, экотуризм. Это тоже отдельно развивающийся вид туризма, который они хотят посмотреть. Да, он историю посмотрел, узнал, что такое Центральная Азия, да, и дальше говорит, а вот смотрите, какие красивые горы, да, хочу в горах отдыхать. Но при этом мы тоже должны создать все условия, не нарушая экологию. Экологию, природу, чтобы турист, когда приехал, чтобы он себя чувствовал комфортно, но в то же время соблюдал и экологические безопасности, чтобы он тоже бережно относился к нашей природе. Какие меры для этого? Как Узбекистана, так и Кыргызстана. Но, естественно, уже туроператоры, они будут об этом, должны они информировать. Да? Допустим, вы когда едете в зарубеж, вы же там получаете визу, вам говорят, это нельзя, обрати внимание на то-то, на то-то, на то-то. Обрати внимание, что вот это не принято, да, допустим. И, естественно, мы уже едем туда, за рубеж, мы знаем, на что мы, где вот мы, как должны себя вести. Естественно, точно так же и туроператоры, они тоже активны. Но при этом мы должны еще больше работать над сервисом. Потому что человек, когда прилетает в наши страны, да, вот их первое впечатление это в аэропорту начинается. Начиная, как ты проходишь границу, и пока ты из этого аэропорта не выйдешь, из здания аэропорта, как багаж, это все сервис, это все обслуживание, точно так же в гостиницах это все должны смотреть, оказывать сервис на высоком уровне, чтобы у них появилось желание еще раз возвратиться или же с собой привезти и показать, вот, смотри, как тут обслуживает и все остальное, да, чтобы было именно такой положительный имидж. А над этим мы должны работать. Да, туроператоры работают, да, и естественно, но жизнь на месте не стоит, что-то новое выходит, тем более креативности, может быть, надо добавить, да, что-то. Этноаулы, да, вот, тоже один из таких интересных тем для туристов. Тоже надо это все развивать, да, юрту поставить, да, показать, как бешбармак готовится, как мясо готовится, етханди готовится, да, вот это все. И как это подается, это тоже культура. Да, оно тоже интересно. Зайти в любой ресторан, покушать то или иное блюдо – это один вопрос, да? А другое дело – поехать, посмотреть, как же это все готовится на самом деле, да? Это и каждое посещение того или иного этноаула, да, этнотуризм, если мы его назовем, это же он же знакомится же с культурой, с бытом той страны, того народа, куда он приехал, да? И в гости, когда приехал. Тут очень много вопросов, которые интересны всем. А на сегодняшний день у нас по всем направлениям есть очень большой потенциал экономики, если взять, по всем 17 направлениям, секторам, по всем крупным 17, начиная от энергетики, заканчивая, допустим, строительством дорог, да, или сервисных услуг, по всем направлениям у нас есть большой потенциал, по которому мы можем работать. Это и переработка сельхозпродукции, то есть то, что я называл агропромышленный комплекс, это и машиностроение, это и тяжелая промышленность, это и горнодобывающая промышленность, особо химия, особо текстиль. Вот по всем этим направлениям у нас есть потенциал, где мы можем совместно работать, совместно реализовывать проекты и экспортировать продукцию уже в третьи страны. Но есть задачи поставленные, да, которые мы должны еще дальше развивать. Это, естественно, не только динамика двухстороннего сотрудничества на высоком уровне, но также и региональное сотрудничество. Это
проведение совместных мероприятий между регионами наших стран, чтобы они больше кооперировались, да, больше реализовывали совместные проекты. Естественно, это увеличение товарооборота до 2 миллиардов. Да, мы должны работать. Это совместная реализация проектов, да, это по которым мы сейчас активно ведем работу. Это вопросы и транспорта, и культурно-гуманитарного сотрудничества, да, тоже образование, та же культура, вопросы безопасности, может быть, да, есть, по которым сотрудничаем. Вот основные эти вопросы. И проведение форумов, и отдельная работа, это мы должны, работа с молодежью, чтобы наша молодежь между собой общалась. Да, почему-то, что интересно, когда я до этого говорил, то, что молодежь наших стран, она очень мобильная, да, вот, будучи соседами, да, меньше общается, да, но когда, если поедешь в Европу, да, ты видишь то, что они очень так тесно дружат и очень хорошие контакты. Ну, да. И, естественно, оно не только там должно быть, но и тут на месте сотрудничество по молодежной сфере. Театральное сообщество должно хорошо работать. Да, и те же представители средств массовой информации тоже должны быть на контакте, чтобы своевременно и объективно освещали происходящие изменения, да, в наших странах, в хорошем смысле слова, положительные тенденции показывать. Но я ждал этого вопроса по Камбарата-1. Если вы знаете, по совместному строительству, по реализации этого проекта, совместного реализации, инициатором также был и наш президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзияев. И он имеет очень такой большой экономический эффект. Да, это не только Узбекистан, это не только Кыргызская республика, это не только Казахстан, а в целом. Там и есть вопросы экологические, вопросы есть вопросы обеспечения энергетической безопасности региона, плюс продовольственной безопасности региона. Да, от этого все выиграют. И если вы знаете, этот проект был в свое время заморожен, но именно вот политическая воля глав наших государств, оно позволило вот, сдвинуть с мертвой точки реализацию этого проекта. То есть это идет накопление воды, да, в зимний период идет, а потом в вегетационный период подается эта вода, это для сельхозников, вырабатывается электроэнергия, которая питает, питает наши промышленные объекты, население, это все. Надо смотреть это в комплексе. Ну, и вот буквально недавно я видел сюжет по 24 КГ, именно посвященный, как показали журналистам, Камбарату-1. Вы, наверное, тоже там были, участвовали, видели, да, там конкретно все было написано. И вы, наверное, обратили внимание, там вы проехали по туннелю, который в свое время был остановлен, заморожен. И вот, то есть, глава государства принял решение начать реализацию ее, и вот буквально в последние годы вот этот туннель все-таки пробили, я это видел. Вот. Тоже он работает на экономику всех стран. Понимаете, это очень серьезный проект. На сегодняшний день это является тоже крупным проектом в регионе. Это не только в Кыргызской республике, это вообще в целом в регионе. Строительство железной дороги и строительство Камбарата-1 ГЭС, это являются такими крупными региональными проектами, которые будут иметь непосредственное отношение к дальнейшему развитию, да, в целом региона Центральной Азии. А реализация этого проекта, совместная реализация этого проекта, она показывает наши тесные связи
тут есть и другая сторона медали. Потому что если не будет того согласия, не будет того доверия, извините меня, проект он не будет реализован. Потому что каждый будет думать о себе, а политическая воля – это доверие между главами наших государств, да? 3 государств между собой. Это намерение о том, чтобы население, оно все-таки ощутило эффект. Да, вот представьте, когда у нас электроэнергия отключается, да, тогда мы вспоминаем энергетиков. Да? Вот снег пошел, кто-то упал, говорит, а куда смотрит, да? Та организация, которая следит за дорогами, да? Он-то не думает о том, что там есть работа ведется, где-то надо дополнительные средства, надо что-то покупать, надо что-то реализовать. А когда начинает реализовывать, что-то покупать, у нас, ну, говорит, а зачем они эту купили, можно было то-то, то-то. Но это те люди, которые далеки от этой специальности, они могут по-разному трактовать. Это, допустим, имеет свою специфику, и мы, население в основном, оно видит работу коммунальных служб, да, тех же энергетиков, да. Когда я говорю энергетики, это не только производство электроэнергии, да, но также горячей воды, тепла, да, тех же, кто занимается подачей питьевой воды, они строят объекты, да, мы говорим, ну зачем это такое, да, дороговизна, да, дорогие объекты, да, или же строят канализационные очистные сооружения, которые, обратите внимание, они очень капиталоемкие. А если поставить туда те тарифы, которые могли бы эти проекты окупиться за 5-6 лет, да, население, оно не поднимет эти деньги, то есть оно не будет платить. Из-за этого берутся долгосрочные льготные кредиты, реализуются совместно, и оно рассчитано такой, имеет такой продолжительный эффект, который, да, построят, через 5 лет будет этот объект построен, уже и будет развиваться экономика, промышленность будет расти, другие отрасли, даже та же текстильная отрасль будет расти. Да, и тарифы уже будут совсем другие. Но я вам скажу то, что у нас и по сей день есть перетоки электроэнергии, да? В критический момент вот эта вся система, она работает, оно взаимосвязано. И мы-то в летний период-то мы же покупаем электроэнергию, понимаете? Когда регулируется вода и когда идет сброс воды, мы покупаем электроэнергию у Кыргызстана. В то же время в зимний период тоже выполняем свои взятые обязательства по обеспечению энергоресурсами Кыргызской республики. Эти механизмы, они все работают. Вы представьте, что было 6-7 лет тому назад, да? Ситуация в этом, в энергообеспечении. И сейчас посмотрите, как. Разница же есть или нет? Или не заметили? У нас ощущается. Конечно, есть разница, да? Сейчас бесперебойно. Новый год встретили без отключения, да? Очень много работы сделано. Но оно сразу народ не ощущает. Многие к хорошему быстро привыкают. Да? А то, что за этим стоит большой труд, да, всех, начиная от простого техника, контролера, да, завершая главой государства, об этом никто не думает. Говорит, ну, это вся требует очень большой работы и большая ответственность. Когда реализуется тот или иной проект, вот многие говорят, ну вот железная дорога, да, ну будем это все, да, ну он будет транзитом и все, но никто не говорит о том, что где будет проходить эта железная дорога, да, там будет развиваться инфраструктура, производственная инфраструктура. Я не зря сказал, будет строиться социальный объект, другие это, да. Почему? Потому что оно проходит, есть, позволяет уже
Дальше развивать горнодобывающую промышленность страны. Развитие промышленных, тяжелого машиностроения, тяжелой промышленности, то есть добыча тех или иных полезных ископаемых с дальнейшей их переработкой. Да? А это дополнительные рабочие места. Это все между собой взаимосвязано. Если, допустим, в чистом поле, где нет ни дороги, ничего нету, да? И там даже если оно золотое, вы все равно подумаете так, 500 километров я должен пешком ходить туда-сюда, потому что ни машина не приедет, а на лошадях, да, это все не заберешь, и надо туда везти, сюда везти, это все. И, естественно, оно имеет точно так же и в энергетике. Строительство Камбаратинской ГЭС-1, вот кто был, вы знаете, наверное, там уже представитель Бишкекэнерго вам рассказывал, что там, какие еще дополнительные вещи будут делаться, да. Там будет и мост строиться, там будут другие объекты. Это создаются дополнительные рабочие места. Это гарантированные рабочие места. Это гарантированно, которое будет работать в первую очередь на экономику Кыргызской республики и дальше уже в соседние страны. Общий, в совокупе это дает такой положительный имидж региона Центральной Азии уже другим странам. То есть они скажут, да, ребята, смотрите, они начали совместно этот проект реализовывать. Именно по воде, обратите внимание. Значит, у них все спокойно, значит, у них все вопросы решены, значит, они между собой ладят. А почему бы нам не участвовать в этом проекте? Почему там рядом не построить то-то, то-то, то-то? Надо смотреть ширше, глубже, и кто на коне, он должен, или на верблюде, он не должен смотреть себе под ноги, он должен смотреть за горизонт, что там, цель конечная какая. Если мы каждый раз будем смотреть себе под ноги, когда идем, да, поставить, тогда мы конечной цели нам будет очень тяжело. Мы, да, дойдем, но мы наломаем столько дров, да, и оно будет очень тяжело идти. А когда мы вот поставили цель и идем, да, кому-то это может не понравиться. Кто-то, у каждого свои мысли, свои взгляды, да, но мы должны вот эту генеральную линию держать. Даже взять одну семью, да, в семье есть родители, есть дети, да. Даже если детей там несколько, да, каждый ребенок ревнует своих родителей по отношению к другим. Он все равно скажет, вы, дочки, совсем по-другому с дочкой разговариваете, а со мной так-то, да, или старшему сыну вы больше благосклонны, а мне нет, да, или наоборот, младшему больше благосклонны. А на самом деле родители-то, они ко всем одинаково относятся. Они стараются каждому ребенку найти подход, чтобы не обидеть его. Так что вот это, ну, скажут, вот он учился там-то, вы дали добро, да, а вот почему я учился в этом, да? Допустим, в другой школе, а он пошел в эту школу, или он пошел в этот вуз, а мне говорите, иди в этот вуз, да? Но родители-то больше знают. И, естественно, у каждого ребенка, хотя родители одни и те же, ата-ана сыбыр, бірақ фикрі башқа, әрбірінің взгляды башқа, ментальности башқа. Хотя они с одной посуды едят, с одного, то есть с одного казана, где бір табақтан піскен асы жейді, да, и чай пьют, да, там никаких этих нету. Но у каждого свой взгляд тому или иному процессу, и вот это надо тоже учитывать. Но главная цель – это то, что главы наших государств ведут, та политика, она направлена на то, чтобы процветали наши страны, чтобы население чувствовало себя комфортно, чтобы она не считала себя чем-то где-то ущемленной. Да. Но работа есть, она продолжается, и есть определенные моменты, которые мы должны правильно это воспринять, да, и
Если человек заболел, у него температура, ну таблетки пьет, да, это боль, да, но температура не падает, правильно, у ребенка, допустим. Да? Ведете доктора, он говорит, я сейчас тебе укол сделаю. Делает укол, ребенок плачет. А ему больно, потому что он плачет, говорит, мне больно, зачем вы мне делаете укол и все остальное, да? Но он не понимает, что вот этот укол, он через 5 минут собьет ему вот эту его температуру или же ту боль, которая у него, да, идет, то есть блокирует, и ему будет легче. Он об этом не думает, он говорит, вот меня укололи, говорит, или еще что-то. Вот такие есть моменты, и мы это должны правильно воспринять и знать, что это все те или иные меры, да, то, что делается или реализуется, они направлены в первую очередь на улучшение благосостояния населения и страны, и соседей, и всех остальных, всех наших этих.